На данном видео я хочу показать одну небольшую программку. Она будет полезна для тех, кто совершает одни и те же действия. Ну, допустим, эти действия нужно совершить много раз. Ну, к примеру, кто-то хочет себе набить друзей, допустим, да, есть такие группы, где можно добавлять в друзья. Ну и, конечно, если, допустим, мы совершаем обычное действие, то что мы делаем? Ну, предположим, берем, копируем, да, вот эту строку и добавляем в друзья и отправляем. Вот это наше действие. Потом мы идем в следующую группу. Допустим, открываем другую группу. Она также подобная. Группа добавить в друзья. И делаем то же самое. В этой группе, допустим, мы отправляем наше сообщение. Потом идем в следующую группу. И опять делаем то же самое действие. И опять наше сообщение мы отправляем. Но с одной стороны, вот смотрите, тут эти действия, они утомительны, если их совершать, допустим, десятками или сотнями раз. И чтобы упростить вот эти же действия, есть специальная прога, это iMacros, и она поможет вам в вашем, скажем, таком скучном деле или однообразном поведении в интернете. Ну, допустим, сейчас я показываю в реальности, как это происходит. Вот видите, у меня тут слева этот макрос, он уже настроен, он сделан. Как установить, я покажу потом впоследствии. Но сейчас я хочу продемонстрировать, как это работает. Вот, допустим, отмечаете и жмете кнопку «Воспроизвести». Вот этот макрос сработал, и он сам поставил вот это сообщение. Мы просто выделяем следующую группу и снова нажимаем на «Воспроизвести». Теперь уже в этой группе этот макрос добавил это сообщение. То есть, иначе говоря, мы нажимаем одну кнопку, оно совершает 3 наших действия. То есть войти в группу, вставить сообщение и нажать на «Отправить». Эти 3 действия можно заменить одним. Ну и эти действия мы можем совершать, то есть нажимать много раз, допустим, «Воспроизвести». Вот, допустим, да, вот идет. Ну и жмем опять. И практически можно эти действия совершать очень быстро и очень много. То есть на автомате все это идет. Как можно добиться этого эффекта, я теперь расскажу. Сначала, конечно, надо будет в Яндексе забить «Скачать iMacros». Вот. В поисковике, когда вы нажмете на «Найти», то выпадут эти страницы и идете по самой первой из них. Это iMacros for Firefox, дополнение Firefox. На него нажимаете, открывается вот такая страничка. Это дополнение для Firefox. Здесь просто жмете вот iMacros, оно уже это приложение есть, Add to Firefox. Просто на него нажимаете, и это приложение, оно у вас дополнительно установится. Но у меня уже это приложение установлено, поэтому я повторю еще раз, установить сейчас. Потребуется перезапуск браузера. Так, наш браузер перезапустился, и в панели управления появится вот такая звездочка этого дополнения. И если вы на него нажимаете, то она слева в левой части уже исчезает, да, здесь его нет. А если мы нажмем, то появляется. Установить несложно это дополнение, но теперь как его настроить? Вот сейчас будем разбираться, как можно увеличить количество вот этих вот однообразных действий, да. Но мы можем их совершать в разных группах. Сейчас мы найдем разные группы, добавить в друзья и приложим их к этому дополнению. Мы, предположим, ищем что-то другое. Вот есть такая группа, допустим, да. Теперь как настроить автоматическое наполнение?
Сначала открывайте саму группу. Далее идете в этот макрос. И надо будет, ну, в общем, следите. Жмем на кнопку «Запись». Вот. Эта кнопочка. И также появится вот эта вот следующая кнопка «Запись». Теперь отмечайте «Добавить друзья». И тут теперь мы сделаем следующее. Вот смотрите, мы нажимаем на кнопку «Запись». Теперь этот макрос начинает записывать наши действия. Выскакивает такая страница, напишите «нет». Почему? Когда нажмете вот эти вот предыдущие положения, он их заменит. Поэтому, чтобы они оставались, сохранялись, надо нажать на «нет». Так, копируем вот это. На самом деле мы сделали лишние движения. Давайте я еще раз уберу. Просто это не нужно. Так, теперь смотрим еще раз. Вот отмечайте, да, вот видите, вот это вот уже приложение, это дополнение уже тут подготовлено. Жмем на запись. Нет. И теперь вставляем. Жмем отправить. Все. Теперь жмем на кнопку стоп. И вот наш новый макрос, он тут появился. Теперь давайте проверим, как он будет работать. Идем в кнопку воспроизведения, жмем на воспроизвести, а эта строка должна быть выделена current, да, воспроизвести. И вот у нас уже, вот, да, сообщение добавлено. Видите, у нас тут было 3, да, теперь жмем еще раз. Теперь уже 4-е сообщение. Вот этот макрос теперь уже работает. Ну, скажем, переходим теперь в другую группу. У нас сообщение добавляется в другой группе. Переходим в 3-ю группу, у нас сообщение добавится и там. То есть таким образом мы можем здесь добавить множество групп. Ну, скажем, 10 групп добавьте в друзья. И каждую нажимаете, в каждой группе у вас автоматически будет выставляться сообщение. Ну и в общем, так можно сэкономить определенную часть своего собственного времени. Далее, как сохранить вот это положение при закрытии браузера. Если его не сохранить, то в следующий раз вам опять заново придется проделать то же самое, что сейчас вы видите. Чтобы сохранить, нужно сделать следующее. Переходите на страницу записи и тут жмете вот на эту кнопку сохранение опций записи. Вот тут выскакивает такая таблица и жмете по умолчанию заполненные данные. Окей. И вот, допустим, мы сейчас закроем браузер. Открываем его заново. И вы видите, что наш макрос, то есть наш новый макрос, он сохранил свои данные. Теперь, если мы сейчас выделяем этот макрос и жмем на кнопку «Воспроизвести», то у нас сайт дополнительно, то есть автоматически появляется. Но хочу сказать, что ваша страничка ВКонтакте должна быть открыта. В данном случае я продемонстрировал вот для открытого вашего аккаунта. Ну и теперь жмем в следующую группу «Воспроизвести». И у нас сообщение добавлено. Так, выделяем 3-ю группу. В 3-й группе наше сообщение добавлено. И вот таким образом, если вы сделаете 10 групп, то каждый раз нажать, и при каждом нажатии каждая группа будет появляться, и там сообщения будут появляться уже по макросу. Ну вот, допустим, это проще, чем идти в каждую группу и самому, допустим, постить вот эти вот сообщения. Вот что я хотел показать и рассказать об этом небольшом макросе. Ну, конечно, у этого макроса есть другие возможности. Я думаю, что вы можете сами найти в интернете. Но здесь же я хотел показать его такие основные возможности. С вами был Сибдей Том.